Хайбулла тарих һәм туган якты өйрәнү музее Башкортостанда иң бай һәм иң актив эшләгән мәдәни усакларның береге. Коллектив музея всегда в своей деятельности стремится оперативно организовывать работу в связи с историческими датами, знаменательными района, республики, страны. В связи с этим мы постоянно проводим в музее всевозможные мероприятия, выставки делаем. Одной из таких мероприятий является 85-летие рождения молодежной организации «Комсомол». Комсомол 20-нче буат емеше. Музейдарда гына калдымы комсомол, әллә күңелдәрдә, язмыштарда яшәй ул комсомол рухы. Бүген төпкә егелеп, ил эшен башкарган буындың булмышында сагыла комсомол тәрбияһе. Наш многоуважаемый президент Муртаза Губайдулович Рахимов издал указ о проведении этих торжеств, мотивируя тем, что комсомол в истории жизни нашего государства сыграл большую роль. Надо положительные моменты деятельности молодежной организации брать сегодня на вооружение. Коллектив музея решил откликнуться на это и, во-первых, исследовать работу комсомольской организации нашего района, и затем из собранных материалов создать выставку. Я полагаю, нам это удалось. Наша районная комсомольская организация создалась в 1930-х годах. Все внимательно проанализировали, и все эти материалы вошли в нашу выставку. Наш район тесно связан с великим человеком, комсомольцем, поэтом Сергеем Чекмаревым. Москвич, который в 30-х годах закончил Московский сельскохозяйственный институт и прибыл в республику. И его направили в Хайбулинский район. Мясомолочный совхоз Таналыцкий, где он работал зоотехником. Мы чтим память о нем. Действительно, это были молодые патриоты, не романтики. Он прославил наш район в своих произведениях. Есть такие слова из его произведения: «Существует на свете не только Москва, но и Таналык». У нас в Хайбулинском районе два молодых человека, комсомольцы с одного совхоза, это Латыпова Хачиля и Сулейманов Кильдибай, они были депутатом Верховного Совета СССР. Сулейманов Кильдибай Сулейманович, присвоено ему высокое звание Героя социалистического труда. Дойером работал, скольтником работал. В последнее время он занимал руководящую должность, управляющего отделения. Он живет и здравствует сегодня. Особенно большой вклад комсомольцы внесли в период освоения целинных и залежных земель. Это в 1954 годах. Вот, в Хайбулинский район прибыли тысячи молодых людей, комсомольцы, по комсомольским путевкам, чтобы принять участие в этой грандиозной государственной работе. Надо сказать, что за этот период было освоено 73 тысячи гектаров целинных земель. Приехали ранней весной и еще жили не один год в палатках, приспособленных вагончиках. Тем не менее, как поется в песне, были созданы совхозом, 3 целинных совхоза, 73 тысячи гектаров земли распахали. Многие из них остались и стали коренными жителями нашего района, целинниками. Первый, кто родился на Целине, это Суходулов Вячеслав. Он был и комсомольцем, и комсомольским работником, а сегодня он возглавляет совхоз Хайбулинский. За успехи, достигнутые в Целине, 29 человек из нашего района были награждены высшей наградой Родины, орденом Ленина. А 2 руководителям, первому секретарю райкома партии Ботанову Николаю Яковлевичу и председателю исполкома
райсовета Карамышеву было присвоено звание тоже Героев социалистического труда. Это из истории, практики впервые, чтобы два руководителя сразу получили. В те времена целина кодировалась, поднялась экономика, выросли совхозы, стали получать высокие урожаи, хлеб. И мы надеемся, что добрые традиции комсомола, которые были, они, значит, возродятся. В каждой истории, в каждом, значит, пути имеются и недостатки. Что было неприемлемо, не надо принимать. А все, что доброе, это трудовое, значит, участие, нравственное, чего сегодня нам так не хватает. Я думаю, что наша выставка и наша работа с молодежью, они только помогут в деле воспитания нравственности подрастающего нам поколения. Гүл асыла кояш нурын йотып, мәхәббәт, бәхет шишмәһе, әсә һиюе дөнья сәңгелдәге, батырдың да, шагыйрьдың да тәүге йыры, күңел төяге. Хәйбулла районында тиҫтәләрсә герой әсә туган илгә үҙҙәренең иң ҡәҙерле бүләген, ғәзиз балаларын тыуҙырып үҫтереп биргән. Ҡартайым 13 балаһы булған, һуғышта үлгән, атай белән 2 ҡустыһы, бер туған ҡәйнеше һуғышта үлгән. 5 баланың ортаһында мин ҡалғанмын инде. Шунан кешенең ҡулында йөрөнөм инде. Һәйбәт, аҡыллы тип туй яһап бирҙеләр инде. Ана ошо бабайға. Хәҙер 53 йыл торабыҙ. Яңғыҙ үҫтем, яңғыҙмын тип илай торғайым. Хәҙер 10 балам бар бит инде. 7 ҡыҙым бар, 3 малайым бар, баймын. Аллаға шөкөр. 26 ейәнем бар, ейәнсәр. Һеҙҙә колхоз эшләре булды инде? Колхоз эше булды. Фирмала эшләнек инде. Тир түгеп, сөгөлдөр, аниме утап, кукурузлар утап, картофлар утап колхозын. Ырҙынды эшләп йөрөнөк. Анан 7 бала булғас, аръяғында беҙҙә бит садик булманы. 7 баланың һуңынан эшләй алманым инде. Сәй ҙә булманы, бейемем дә булманы бит инде. Яңғыҙ үҙем үҫтерҙем инде. Yüzüme baksan ayı kırıp Ödüp aldım bir yüzüme dayı Ödüp aldım bir yüzüm Ödüp alğan yüzüme kıvak Sitile derday berudem Ödüp alğan yüzüme kıvak Sitile derday berudem Музей не может быть без раздела природы. Один из разделов был создан в самом начале, 15 лет назад. Это раздел называется «Природа Хайбинского района». Эту работу выполнили художники Национального музея Иван Федоров и Раис Гаймалов. Мы им очень благодарны. В нашем Хайбинском районе живут прекрасные, трудолюбивые люди, которые, значит, выросли, воспитались, закалились именно в этих природных условиях. Будущее нашего района – это в развитии цветной металлургии. 77 лет в Бурибае функционирует
предприятие Бурибайский горно-обогатительный комбинат, который добывает и перерабатывает медную руду. На территории нашего района сегодня разведаны самые крупные месторождения цветных металлов в России. Археологами раскопано несколько поселений древних, и вот одно из них на Ташле поднятые материалы из этого поселения свидетельствуют о том, как говорят ученые, что еще 3000 лет назад наш район имел хорошие природные условия, где люди жили. На уровне Аркаима городища у нас были. Второе, что кустарным способом в то время добывали и перерабатывали медь. Природа Хайбурнского района очень своеобразная, богатая. И также и история очень богатая. Район славится талантами. Среди них о первом дирижере среди башкир Аганиддин Муталове, уроженцы села Ямтыш. Также о Юмубае и Синбаеве, который прославил Курай на весь мир. Одним из них является, вот мы сделали выставку нашему земляку, поэту, лауреату премии имени Салавата Юлаева, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан Кадиму Аралбаеву. Он родился в деревне Таматар нашего района, многодетной семьи. Мать одна воспитала 6 детей. Отец в 41-м году ушел на фронт, еще не родился Кадим Аралбаев. И он даже не видел своего отца. Отец погиб. Вот в нашем музее хранятся его все книги, Таналы Таушы, Ахтермелер или поэмы. На будущий год наш музей будет отмечать свое 15-летие. Музей востребован населением. Музей сегодня имеет 16 выставок. В этих выставках расположено 1500 экспонатов, а в общей сложности в запасниках музея и в выставках 6700 экспонатов. В среднем за год нас посещает около 4000 человек. Мы проводим более 100 выставок. Не можем жить обособленно одни, поэтому стремимся находить контакты с окружающими нас людьми. В первую очередь народное образование, так как основной контингент наших посещений – это учащиеся, отдел культуры, ветеранские организации, с которыми мы проводим большую работу. Сегодня музей превратился в учреждение исследовательское, научно-просветительское. В 2004 году организовала при музее кружок «Юный краевед». Мы работали с письмами военных лет очень долго, встречались с авторами писем, с родственниками, изучали письма, которые находятся в фонде музея, военный путь авторов писем. Одна из учениц моих кружковцев подготовила работу. Каждый год в нашем районе среди учащихся проводится научно-практическая конференция, проводит это отдел образования. Одна ученица Ишимова Динара выступала с этой научной работой, и эта научная работа была одобрена. Еще одна очень интересная работа «У войны не женское лицо». Продолжаем изучение темы «Труженики тыла». И еще мы работаем над темой «Заслуженные люди нашего района», известные люди района.
В нашем музее проходят практику музейную студенты исторических факультетов из БГУ, Стерлитамакской академии, Сибайского педагогического института. Наш музей постоянно находит поддержку у руководства администрации. Программага бармы музейлер менен эшлөө боюнча? Программа ошо район музейинде алынган, һәм район музейи уларга жетекчилик ите, һәм менә ошо мектеп музейлары, ведомство музейлары, мәсәлән, Бурибай тау байыктыру музейин, геология музейин Бурибайдагы район музейи төп роль уйнай, һәм уларга үсешергә, бүтән экспонаттарын туплауга, экскурсиялар ничек үткәрергә, өйрәтү юлларын таба һәм өйрәтәләр инде. Ошо музейді барлыкка китерип, уның эшен, көндәлек эшен алып баручы кешеләр, уларның роле баһалап беткән. Музейебезнең директоры Михаил Гаврилович Некрасов, күренекле шәхес, ул үзе тарих бик зур көч салды. Разилә Фазыловна, уның фәнни хезмәткәрләре һәм уның башка хезмәткәрләре хәзерге көндә ошо музейебезнең үсешенә бик зур көч салалар. Большую роль в пропаганде наших замыслов, конечно, сыграл знаменитый наш фольклорный коллектив. Это Кош Юлы, руководитель ее Асма Мавлямовна Усманова. Она по приглашению была принята к нам на работу. И этот коллектив с 1994 года работает при музее. Они из дома снесли все, что было связано с историей нашей. И они нам помогли вот с такими разделами, как природа района, этнография и хайбулинцы в годы войны, помогли нам этнографический зал оформить материалами. Туган якты өйрәнү музейына килүчеләр тагыла бер гаҗәеп бүлмәгә килеп керүгә бер тын карап торалар. Музейның иң якты, иң бай экспозицияларының береһе башкорт хатын-кызларының милли киемдәре күргәзмәһе. Башкортта нисә ару бар, шунса кием төрдәре. Күргәзмә Хәйбулла ягы остаһы, абруйлы ил инәһе, укытучы ветеран Әсмә Мәүлембирди кызы Усманованың иҗады. Башкортстанда гына түгел, дөньяла берәү бындай уникаль йылма. Мана менә хигез махаскысы. Мана бу хигез махаскысы мана кайһылай. Шон хигез махаскысы мана ошлар материалдан булырга мөмкин дин. Мана бу аньялардан итеп эшләнгән. Бул бидәк борынгы китапта бар. Корт башы булган бит инде тәңкәләрдә күмбәз кадаганнар инде. Шуннан Худагайдың түбәтәйдән килеп чыкты инде. Шул түбәтәйдән түбәһендә мана ошо бидәк тора. Тираяк дип бил, тираяк. Тираяк хәзер аптырап бая тираяк икән. Худагай белмәһең менә Алла бит алдала түгел, артала түгел, уңдала түгел, хулдала түгел. Ирдәлә түгел, күктәлә түгел ди. Алты як. Түбәтәйдәге бидәкте шайтып һөйләнә. За эти 15 лет нам
не было отказов в ремонте помещения, в приобретении необходимых материалов, оргтехники. За это мы очень признательны районной администрации, предприятиям, некоторым предпринимателям. Наша работа могла бы быть лучше, но у нас имеются проблемы, которые мы не в состоянии решать. Прежде всего, одной из такой проблем является это катастрофическое недостаток экспозиционных площадей. Я уже сказал, что у нас 6700 экспонатов, из них в выставках находится только 1500. 5000 лежат в наших хранилищах на 15 квадратных метрах. Надеемся, что в год 450-летия и 15-летнего юбилея, который мы будем отмечать в феврале 2008 года, нам будет оказана помощь именно в реализации этих проблем. Мы активно участвуем в воспитании подрастающего поколения, выезжаем в лагеря вместе с отделом образования, там проводим мероприятия. В 2003-2004 году наш музей признавался лучшим сельским музеем в республике. Мы активно участвуем во всех конкурсах, проводимых в республике. В частности, к 60-летию Победы был республиканский конкурс. Там приняло участие 102 музея. Наш музей занял второе место. 2006 год президентом республики Муртазой Губайдуловичем Рахимовым был назван годом благоустройства. Территория нашего музея, признана лучшей, заняли второе место. Хавмаға бұды 7 ел ұшы Хайбулла музейінде, тарихты үйрену музейінде, крайды үйрену музейінде ішлейім. Бата ұлылардан башлап бәлекей балаларға кетен ұшы музейға келелер. Һәм өздеріне көп фәһім алалар. Мұнда эшләүчеләрдің йөздәре яклы. Һәм де килгән балаларга фатиха кылып, изге китаптарды укыйм. Йырлар ядам, шигырьләр ядам. Бұл фатихам балаларга, ұлыларга матур итеп яңгыраһын, итәгатьле булһыннар, матур булһыннар. Бұл мөнәҗәт әйтәм хайбуллаларга, килегез иман итегез Аллага, Алла хүдән yetkерәмен халкыма, Ходаемды йөрәгеңә ал гына, Тәңрем хүдә йөрәгемде үзгәртер, кисерелү тик миннән дип әйтер, укы хүдәм дугаңды кыл ураман, килде ергә һинең ахыры заман. Урамдарда Алла хүдән һөйләйем, Аллам бирә йырында мин көйләйем. Күрһә мине туктасын һәр үткәнсе, гафу итте мине Алла бәрәсем. Мөнәҗәтем һезгә булһын, тугандарым дуга кылһын, дугалары кабул булһын, иманлылар ердә туһын. Амин. Мына бу безнең районыбызның картаһы, безнең районыбызның тарихы, бына Акъяр авылының кешеһенең исеме белән аталган шулай бит. Иң борын заманда безнең районыбызда мына Акъяр авылы, Хайбулла авылы дип аталган ул. Бына бұл ағас формаһындағы шәҗәрәләр төрле формалар. Ул башкорт халкының тарихы булып, тарихи документы дип атала. Ярамагы иң күп бүлешү ялан алып тора. Яланнарда иң күп безнең кылгандар үсә. Бу безнең нинди хайван әле? Бургык, шулай бит, бургык. Тагы әйтергә кирәк, бuna безнең нинди куш? Уласын йырткыз кушуналар. Элек башкортларда ыласы менен хунар иткәндәр, бөркүт, шулай бит. Ул да Башкортстанның гына түгел, Рәсәйнең хатта Кырыл китабына индергән бөркүт бер көндә 29 бүре балаһын тотып үтергән. Менә бу безнең аю, урман ягында яшәй, шулай бит. Астаман без ялан урман күрәтәбез, менә безнең Янтыштың бер Янтыш ягының бер күренеш күргән.